Hi. Послушай. Mana Yo'qsohadagi yana O'zbekistonga tashrif buyurdilar. Bilamiz bu kishini nimalardan doktorlik, boshqa sanatoriy direktorligi boshqa tashqari xalqaro yozuvchilar va tabiblar uyushmasi bor. Uzoq yillardan beri faoliyat yuritadi. O'zbekistonda ham shu tashkilotning filialini ochib, unga yozuvchilar, tabobat bilan shug'ullanadigan, madaniy meros bilan shug'ullanadigan odamlarni a'zo qilish yo'lga qo'ygan. Hozir qariyb 20 ga yaqin kishi O'zbekistonda ham a'zo bo'lib qo'ydi. Hozir endi bugun yangi a'zolarni qabul qilishga harakat qilyapmiz, tayyorgarlik qilyapmiz. Hozir shu maqsadda so'zni mulozamatga beraman. Я, наверное, на русском языке буду говорить, потому что узбекский язык раньше хорошо знал. Вот после как Союз распадался, я 20 лет не приехал, все забыл. Понимаю. В общем, здравствуйте, дорогие друзья, я вас всех люблю. Основной цель нашего Международного союза писателей и целителей – мир во всем мире, здоровье, долголетие, охрана окружающей среды, дружба народа. Поэтому у нас 18 года мы зарегистрировали в Минюсте. Такой организации в мире нету. Все меня задают вопрос, почему врачи нету целителей. Я говорю, врач, писатель лечит духовно, пишет книги. Вот. Сейчас духовные люди пишут. А врач непосредственно телами все. Когда мы вместе вот это будем делать, народ долго будет жить. Нами разработана система, как прожить 100 лет, но сейчас много пишет, добавить еще 50, сделать 150 лет. Вот кто хочет, во-первых, у нас поступать в члены нашего союза, он должен над собой работать, заниматься и долго жить. Потому что наше здоровье зависит от нас. Вот сейчас мы просто в магазине встречались, женщины на мои медали смотрели, я говорю, вот я сделал программу, что люди 100 лет, и я еще 10 лет жил бы. Она уже себе код поставила на смерть. Через 10 лет она умрет. Потому что это подсознание. Надо переключиться, надо людей учить. Я лично сам 2 раза принес клинической смерти, тяжелые болезни, пиленефрит, малярия, другой. Вот благодаря моим знаниям я кое-что научился, а сейчас по всему миру провожу тренинги, учусь. Ну, кое-кто вам, мы начали уже наши тренинги телевизора, там больше 100 человек в зале собирались, я 1,5 часа учу. Что я учу? Вот здесь я написал книгу, так, научись сохранить здоровье. Учу первую технологию питья воды. Мы должны утром, как проснулись, пить 500 мл воды. Почему 500? Потому что за ночь мочой уходит через пот, через кала. Вода, которая в состав крови есть, уменьшается. Если 8%, уже образуется тромб, инфаркт, инсульт. Простой технология питья можно людей учить, долго будут жить. Я как кардиолог раньше назначал препараты, которые разжигают кровь. А сейчас говорю, пей воду, каждые 2 часа стакан вода. Вода как энергия. Все мир состоит из энергии. Вот простой пример. Вот сейчас я буду бежать, у него будет гореть. Вот почему горит? Потому что он живой. Роль бензина играет. Вот это. Вода. Простые вещи. Вот сейчас мы разработали программу, чтобы произвести изменения в 2 структурах. По 4 республикам я сейчас работаю. Это изменить структуру просвещения и медицины. Например, если в школе скамейками детей будем учить, как воду, как клизму делать, как засунуть глаза, за уши, за все движение, общение. Это же основная цель быть здоровым, правильно? А в школах этих вещей не учат. Второй системе здравоохранения. Сейчас строят много больниц, покупают много оборудования. Они абсолютно не решают проблему со здоровьем. Потому что здоровье надо самому. Вот. Товарищ Субидин Игамов был у меня, сначала пришел, посмотрел, потом пришел на 10 дней, научиться нашу методику. Он не мог ходить, зрение плохое было, все. Он уже над собой постоянно работал.
работает, значит 100 лет, 150 гарантий. Вот вчера я с вашим директором центра валиологии, он должен был приходить, ну, может быть, сегодня у них занятия что-то. У него 4500 членов, которые обучают здоровый образ жизни, валиологии. Потом мне говорит, как ты говоришь, что ты будешь жить 100 лет. Ему 80, следующий год он уже меня пригласил. Я говорю, я себе код поставил. Я каждый день работаю, над собой занимаюсь. Если случайно авария, катаклизма, что-то не будет, я должен жить 100-150. От нашего подсознания много зависит. Я когда-то делал научную работу, взял людей, ввел в состояние гипноза и внушал, что вам 50 лет. Он еле вот так ходит. Внушал, что 90 лет, он упал, значит до 90 не уходит. Это наука. Поэтому я сейчас сплетаю людей, которые грамотных собирают. И один раз в Ташкент, один раз на территории России, один раз в Таджикистан. Собирать, если у нас в фонде будут деньги. Бесплатно пригласим или сделаем какой-то проект, гарант, международной организации заплатит. И будем обмен опыта, рассказывать, как сохранить свое здоровье, учить, что будет. Вот поэтому сегодня мы как раз вы пришли Зульфи Зикрыло. Конечно, я про вас пока не знаю, то, что вы книгу дали, значит, он вас рекомендовал, и вас тоже можем принимать. Потому что думаете, деньгами здоровье не покупается. Я лично имел 100 миллионов рублей при Союзе, как Кашпировский ездит по всему Союзу. У вас в Ташкенте, в Чевчике, Самарканд, Бухара, в залах, вот Алишер Навой, Самарканд, 1000 людей заходили по $3. $3000 я за 27 дней. Ну, я 2 раза умер, конечно. Вот я сейчас работаю над собой, пешком много хожу, чищу. Вот один из методик наша очищение кишечника, клизму делать. Вы научитесь просто. Плохо, шланг. Обыкновенно открываете, держите, вода заходит, входит, все мусор уходит, у вас будет хорошо. Здорово. Так как наши приглашенные многие сегодня не пришли, может быть, мы оставим наши совещания на понедельник в 3 часа. Никого пригласили. Бывший ректор мединститута Бухари Амруло. Сейчас директор. Министр тоже. Да, стал директор центра профилактической медицины. Учит. Центр здоровья. Вчера я у них проводил второй центр валиологии. Потом Шукрона центр, еще она доктор меднаук тоже выпускает здоровой продукции, ядерные там, шоколады, все этих. Хлеб, соль, Анвар Мирзо Хусаин. Хусаинов, он должен был приходить, но мы сейчас у него в квартире находимся, там пообщались, разговаривали, он нам рекомендовал, с кем работать, что сделать. Так, ну вот, почти уже 18 человек будет. В прошлом году, в январе, 3-4 января, мы организовали концерт Джурабу в Москве. Я говорю, если обещаете, до 100 лет будете жить, я вас приму в член нашего. Он обещал, мы тоже его включили в член Международного союза писателей целителей. Яхши нияд ярим давла. Хорошие мысли продлевают жизнь. От нашей мысли зависит это. Вот мы должны сейчас, например, с вами свой концепцию сделать. Подождите, долгожительство, улучшение качества жизни людей на земле, все это. Будем собирать, сделать, народ долго будут жить, будут радоваться, общаться. И основная цель, еще раз говорю, мир во всем мире, здоровье, долголетие, окружающих. Так, значит, сейчас мы можем вручать Акасупкадину, удостоверение готово, но ваша, наверное, фотография сделать может в понедельник, будем вручать все это. Так, у кого есть какие-то возможности, надо друг другу помочь. Вот я сейчас пришел вчера, я выпускаю, значит, 20 пищевые добавки, крема, ну, чаи различные. Здесь договорились
здесь Махматкул Ибрагим, член наш директор Института эпидемиологии, его семья открывали маленький завод, но они сказали, мне поддерживать, надо только открывать совместные предприятия, таджикские, узбекские, о выпуске нашей продукции. Это все нормальные продукции, вот, например, в этом Миросе у них много филиалов есть. При каждом можно организовать маленький киоск продажи этих лечебных чаев, все. Вот в России во всех, у них, как называется, мечеть, храм, продают мед, травы, одежды, они сами делают. Надо произвести, только штат сидит один маленький штат, ничего не дает. Надо учить без здоровья. Вот это наша миссия, развиваться, рабочее место, люди будут сохранить свое здоровье. Дружба народов. Пойти, приехать, посмотреть, общаться, общение с природой, половина вещей. Вот у меня пока на сегодня, потому что Амиркул пойдет по телевидению. Значит, если какие-то вопросы будут, отвечаем. Правильно? Вас отпускаем, а потом